Добрый вечер. В прямом эфире АГТРК «Открытый вопрос» и я, его ведущая Изида Чаня. Сегодня мы обсуждаем проект закона об особенностях оборота жилых помещений, который недавно поступил в парламент с одним из его авторов, депутатом Сергеем Пшамба, его коллегой Алмасом Джапуа и представителями партии «Эра» Гиви Габня и Айнар Тенгизом Джопуа. Сергей Миронович, тема продажи жилья иностранцам достаточно острая. Она вызвала много споров, особенно после 6-го российско-абхазского делового форума, на котором представители Абхазии достаточно четко дали понять, что страна не готова к обсуждению этого вопроса. Ну и тут появляется проект закона, который вы инициируете. К чему такая спешка? Никакой спешки нет. Этот закон уже не 1 год обсуждается в обществе. И еще до того, как я стал депутатом парламента, он особую такую остроту принял. И особо активно начали его обсуждать. А когда уже я стал членом парламента, как так получилось, что у меня спросили мое мнение, я его высказал, и после этого стал чуть ли не центральной фигурой. И все эти интервью, все какие вопросы по этому вопросу. Теперь я дойду до этого тоже. Вот. И я не первый раз, кстати говоря, сталкиваюсь с такой обстановкой. Я, когда пришел в парламент, у меня чуть ли не 1,5 года обсуждался законопроект о свободных экономических зонах. Вернее, даже не законопроект, а о конкретной зоне в Ачимчирском районе. И никак не могли принять. Поэтому я подумал, зачем ломать копья, когда нужно составить общий закон, на основе которого можно будет уже... Я представил этот закон, было много шума. В конечном итоге чуть ли не единогласно за него проголосовали. Также и сейчас я вижу, что очень много разговоров вокруг этого ходит. Кстати, на деловом форуме я вообще не был. Я тогда отсутствовал вообще, в Абхазии меня не было. Поэтому не знаю, что там обсуждалось. Я при помощи специалистов подготовил этот законопроект. Он базовый. Он дает основу для того, чтобы мы сели в парламенте, не на улицах уже, не на телевидении, а сели и довели его до приемлемого для общества и для отдельных граждан состояния. Цели и задачи этого проекта? Цели и задачи составить нормативную базу для решения вопросов, связанных с оборотом жилья в нашей стране. Потому что у нас сегодня действует закон еще в советское время принятый. Для понимаете, иностранцев. Для иностранцев. Вообще. Для иностранцев у нас введен, у нас даже в законе запретов нету. У нас в 1995 году постановлением правительства было введено это ограничение для иностранных граждан. Но прошло с тех пор 20 лет, как вы видите. Это во-первых. Во-вторых, недвижимость – это основной актив, который есть в нашем государстве. И те основные отрасли нашей экономики, традиционные отрасли, как туризм, сельское хозяйство, промышленность, везде присутствует как главный элемент недвижимость. И то, что она в достаточной степени не вовлечена в оборот, даже нету законодательной базы. Вовлечена, да? Если мы говорим о гостиничных комплексах. Это отдельные какие-то решения, которые непонятно как принимаются, как оцениваются. Во-первых, я согласен, что без кадастра тоже невозможно правильно оценку этого всего делать. Поэтому нужен общее понимание, базовый закон. Вот я предложил для обсуждения этот базовый закон. И пора прекращать разговаривать просто в обществе. То есть вы считаете, что надо разговаривать предметно? Вот именно. Да. И да. Алмаз, ты противник продажи недвижимости вообще иностранцам или как бы в нынешних условиях? И какие у тебя аргументы? Ну, должен сказать, что я категорически противник самой идеи продажи жилой недвижимости иностранцам. Почему? Аргументы, наверное, мы дали дальше в разговоре, в диалоге я раскрою, но нужно сказать, что даже при условии, что я принципиальный противник продажи недвижимости иностранцам, прежде чем вообще приступать к такого рода разговору, предположим, для того, чтобы я мог с полным основанием сесть и с Сергеем Мироновичем вступить в диспут относительно того, нужно или нет, нужно, в моем понимании, нужно провести, если по-правильному, провести ряд обязательных мероприятий, без которых даже речи о том, что мы что-то продаем, быть не может. Это и адекватная перепись населения. Мы все прекрасно знаем, как проводились переписи населения. Я
адекватной переписи населения до сих пор у нас не производилось. Это и инвентаризация, вся инвентаризация жилого фонда, который нам нужно понимать, какой жилой фонд у нас есть в наличии. Это и зонирование территории, хочу сказать, для понимания, в каких частях нужно, может быть, строить. Это и градостроительные планы, это и там по кадастру в меньшей степени, но все же. Да? То есть есть ряд перечень мероприятий, первичных мероприятий, без которых у вас и у нас у всех не будет никакой возможности вообще понять. Даже в случае, если мы согласимся, какую часть мы можем квотировать, в каких зонах строить, в каком виде это должно происходить, сколько у нас численности населения точная, и плюс по этническим группам, для того, чтобы понимать, какую опасность они будут создавать и сколько мы можем квотировать. Вот без этих вопросов даже начинать обсуждать, я считаю, неправильно. В данном случае мы уже в обсуждении, и я противник. Конечно, не только поэтому, но это то, без чего даже обсуждать невозможно. Ну, с другой стороны, существует практика, продажа недвижимости дает некоторый экономический эффект. Тебя не убеждает этот фактор? Если говорить об экономических эффектах, то хочу вам сказать, что внутри закона, если вы взглянете, есть финансово-экономическое обоснование этого закона. То есть, если взять это финансово-экономическое обоснование, то из чего оно строится, приблизительно там 50-80 миллионов рублей, для того, чтобы мы в государстве получали бюджет в районе, дополнительные средства в районе 50-80 миллионов, нам нужно ежегодно продавать порядка 2,5 тысяч квартир со средней стоимостью в 3 миллиона, учитывая, что средняя семья это 4 человека, это то есть 10 тысяч человек мы ежегодно будем поселять. Для того, чтобы 10 тысяч человек приблизительно, да, ежегодно 2500 квартир. В случае, если меньше, тогда и суммы меньше. В конечном итоге, насколько может быть сумма в 50 миллионов существенная для государства, которое нуждается, ну, как минимум в десятках миллиардов. Поэтому я понимаю, что копейка к копейке, я тоже понимаю, но в данном случае, соотнося ее с тем объемом угроз, которые мы получаем взамен, я думаю, что такой вопрос я бы отказывался решать даже в случае, если мы получили бы там миллиарды, они говорят, там не 50 миллионов. 50 миллионов для казны государственной, это 2 копейки условно. Вы, когда обсуждали закон, вы вообще пообсуждали вопрос экономического эффекта, который может быть? Ну, я думаю, что это не совсем корректный подсчет. Там совсем может быть другое. Но дело не в том, что казна получит в виде пошлин и налогов. А дело в том, что когда люди купят жилье в Абхазии, те, которые его закроют и будут приезжать сюда отдыхать, это те люди, которые уже традиционно будут ездить в Абхазию, а не в Анталию или в какие-то другие страны. Мы вот сидим и ждем, когда наступит курортный сезон, чтобы побольше отдыхающих приехало. Хотим, чтобы подольше они здесь были. Думаем о том, как бы еще зимой их сюда привлечь. Понимаете? А почему бы нам не продавать жилье людям, которые не только закроют его уют, а которые пускай здесь живут. Они будут здесь жить, они будут привозить сюда свои деньги, они будут их здесь тратить. Это будет такой же эффект, как вот этих отдыхающих, которые приезжают и уезжают на 10 дней. Никакой опасности я в этом не вижу. Более того, экономика не может развиваться, когда нет достаточного количества людей. Другое дело, что им нельзя давать гражданство. Вот в чем опасность, понимаете? Вот, скажем сейчас, возьмем Анталию, да? Там очень многие русские, немцы купили жилье, живут там. Многие живут, а многие просто приезжают, отдыхают. И это дает такой доход этой Анталии, понимаете? А мы почему должны бояться? Я понимаю, что мы не Турция, у нас маленькое общество, правильно, но эти люди, еще раз повторяю, мы им не даем гражданство. Они приезжают, как эти отдыхающие тратят здесь деньги, так и они будут тратить здесь деньги. Я вижу в этом только преимущество. А вот Киви, наверное, знает, у нас такой хаос с жильем, да, не проведена инвентаризация, без конца идут судебные процессы. Вот то, что Алмаз говорит, я наоборот считаю, что вот обсуждение, начало обсуждения этого закона, оно повлечет за собой необходимость и обсуждение тех вопросов, о которых он говорит. Понимаете? И это уже происходит. Вы лошадь впереди телеги поставить, да? Нет, не лошадь. Ну, а как мы же? Лошадь, да, мы хотим лошадь поставить. Я хочу лошадь. Телегу впереди лошадь. Нет, я хочу лошадь. Ты уже второй раз меня правильно поправляешь.
Так, Гивиш, что ты думаешь по поводу... Все-таки инвентаризация не проведена, у нас полный хаос, бесконечные судебные процессы, ты в них тоже периодически принимаешь участие. Что ты думаешь по этому поводу? Говорить, что у нас полный хаос, не будем говорить так, это у нас государство... Но инвентаризация не проведена. Я понимаю, нет, почему? Сказать, что вообще ничего не проведено, нельзя говорить. На каждый раз на каком-то этапе мы какие-то шаги делали, и какая-то информация всегда имеется. Правда, насколько она, так сказать, правдива или же истинна и так далее, это другой вопрос. Но в любом случае нужно говорить о том, что государство все равно какой-то учет ведет. Какой-то, еще раз говорю. Полнейший учет, да, мы хотим, чтобы он был. Теперь... А без полнейшего учета можно начинать вот процесс? Я думаю, что этот процесс, он все равно будет идти вместе с учетом. Без учета не получится работа этого закона, если он будет как закон. Да? Значит, без не вот имея не кадастра, не имея инвентаризации, мы начнем правительство продавать... уже дало поручение начать работу над кадастром. Кстати, о тех документах, о которых вы говорите, и с точки зрения, я так понял, что Алмаз говорит о, так сказать, бедах, скажем так, в связи с действием этого закона с точки зрения без учета, правильно же? Неучтенного момента. Насчет учета можно быстро в административном порядке это все организовать. Была бы воля. 22 года. Была бы воля. Друзья, я же говорю, была бы воля. Нет воли, нет учета. Я так понимаю. Поэтому это можно организовать. Если сегодня у нас государство, там, в лице депутата, в администрации президента, сам президент идут на вот это, то я думаю, что они с учетом тоже разберутся. И это им нужно будет сделать. Иначе камни в их огород будут сыпаться точно. Поэтому в этом я считаю, что нет той опаски, о которой вообще-то нужно говорить. Я просто не услышал о тех опасностях, которые приведет к действию. Я заранее до этого бы хотел. Да. Конечно, опасности могут касаться с точки зрения, так сказать, возможности политического давления в нашей стране. А они возможны только с точки... Я имею в виду с будущими, может быть, покупателями, потенциальными опасными покупателями, да? То есть не гражданами Абхазии. Но здесь вопрос такой. Приобретение собственности с гражданством вообще связывать нельзя. Нельзя. И еще, я думаю, второй момент, связанный с землепользованием. Если эти два фактора у нас никоим образом не связаны и не связываются вот с тем, что у нас жилые помещения будут приобретаться иностранцами, то я думаю, здесь о таких глобальных опасностях мы не увидим. О плюсах не только, так сказать, экономический эффект, о котором мы здесь говорим. Я бы вообще даже не говорил об этом в первую очередь. Я бы говорил в первую очередь о правах людей, о правах и граждан нашей страны, и о правах иностранцев тоже, потому что все-таки с этого нужно начинать. И думаю, что многие плюсы получат именно граждане нашей страны, если у них в этом плане будет особый... Какие? Сегодня, разговаривая с теми, кто сегодня желает продать, допустим, свое же имущество, имеет свободу. И не только свое. Какая разница, продает... Нет, это мы говорим о тех, кто законно мы говорим действительно, я пока говорю с точки зрения права, а не кто обладает. Они считают, что рынок у нас такой, что он слабенький рынок, а на рынке спрос и предложение, они должны соответствовать друг другу, и в этом плане есть какой-то у них минус. Потом, то, что сегодня происходит на нашем рынке, подставными лицами покупается... приобретается. Каким образом жилье за меньшую стоимость, это на них тоже влияет. В этом плане минус получает наш гражданин, который продавец, скажем так, да, и так далее. Это часть я назвал, часть того, где мы видим плюсы. Плюсы, конечно, еще будет с точки зрения, жилья, ремонта, коммунальных дел, инфраструктуры, которая вокруг будет развита и так далее. Пока услышим о минусах, о плюсах потом еще скажем. Да, хорошо? Тенгиз, дополнишь, какие проблемы у нас возникнут? Опасности, вы говорите, об опасности. Проблемы, опасности, какие вызовы будут новые? Прежде всего, мне очень интересно, мы часто говорим о положительных аргументах, а кто-то производил из вас подсчет? Экономические выводы какие-то сделаны? Кто проводил мониторинг рынка, кто-то изучал ситуацию в близлежащих государствах с Российской Федерацией. Говорить просто, делать заявления общего характера и реальная ситуация в экономике – две разные вещи. Это первое. Второе, для меня несколько странно, почему какая срочность этого вопроса.
Общество далеко не готово. Я бы не сказал, что в обществе этот вопрос там очень сильно обсуждается. Я не заметил, что в деревнях Абхазии сидят и обсуждают вопрос о продаже недвижимости. Вопрос о продаже недвижимости искусственно обсуждается внутри страны. Это мое мнение. Ну, к тому же, я считаю, что было преждевременно, тем более перед новогодние праздники, выносить такой будоражащий, деликатный вопрос на обсуждение в парламенте. Почему будоражащий? Вы сами говорите, что никого не волнует. Ну, общество, по крайней мере, в обществе эта потребность продажи жилья так не востребована, как ее хотят представить. Теперь, что касается аргументов против. Ну, аргументы за я, честно говоря, не услышал. Экономические аргументы, что будет положительный эффект для экономики. Но положительный эффект это для экономики, да, какой-то он, возможно, и будет. Но такой существенный, мы, кстати, уже на эту тему здесь разговаривали в вашей передаче, существенного эффекта никакого не будет, потому что мы уже говорили об этом. С точки зрения экономики, мультипликативный эффект незначительный. Мы все прекрасно знаем, что у нас строительной отрасли нету. Сервисной отрасли для недвижимости это строительство. Металлообработка, у нас ничего подобного нету, у нас низкоквалифицированная рабочая сила, даже низкоквалифицированной рабочей силы у нас тоже нету, она вся привозная, так что особого эффекта для экономики Абхазии не будет. 60-80 миллионов – это не тот эффект для экономики страны, за который можно цепляться и делать строительную отрасль или продажу недвижимости как локомотив экономики. Что касается продажи, вот Сергей Миронович, вы говорили, если мы будем продавать жилье, это закрепить людей. Ну, знаете, с точки зрения экономики, лучше брать ренту. Лучше я буду сдавать, и каждый год они будут приезжать, чем я им один раз продам. И так, да? Да. Лучше взыскивать ренту. Так что вот та система, которая существует сегодня, когда наши граждане сдают жилье курортникам, намного выгоднее, чем просто взять один раз продать и остаться потом без ничего. Но одно другого не исключает. Да, нет, я не говорю, что исключает, но выгоднее с точки зрения экономики значительно рента. Так, что касается... Изменит ли это демографическую ситуацию каким-нибудь образом? И действительно ли это опасно, если гражданами не будут люди, которые покупают жилье? Опасно это для страны или не опасно? Ну, до демографической ситуации я хотел бы закончить экономические аспекты. Дело в том, что очень сложное социально-экономическое положение наших граждан, и когда сегодня фактически, вот я изучал этот закон, он абсолютно либеральный, он полностью открывает рынок для иностранных граждан и лиц без гражданства. Фактически он уравнивает в правах как граждан Республики Абхазия, так и иностранных граждан. Открывая таким образом рынок, вы фактически стимулируете спрос при ограниченном предложении. Люди в сложном положении, мы все прекрасно знаем, во дворе экономический кризис, многие из них, возможно, пойдут на очень сложный для них шаг, они продадут недвижимость, и в конечном итоге цены будут расти. Они будут расти ежегодно. Потому что эта практика, это не придумано нами. Это мы в данном случае, по крайней мере, существует масса примеров в ближайших к России государствах, где эта практика имеет место. Цены выросли в несколько раз, и местное население не в состоянии уже попасть на этот внутренний рынок. У нас произойдет то же самое. И произойдет значительно быстрее, чем мы думаем. Мы потеряем зону проживания в городах. Все это должны понимать. Сегодня, продав недвижимость, завтра наши дети не смогут ее купить. Ее не смогут купить даже в прибрежной зоне, не говоря уже о крупных городах. Большинство иностранных граждан, которые будут приобретать здесь недвижимость, они здесь жить не будут. Они ее купят и уедут. Они будут приезжать сюда летом. Тому да. пример, да. Это еще, самая главная проблема, не столько экономические. Экономические факторы как-то можно преодолеть. Хотя очень сильно сомневаюсь, что нам удастся когда-нибудь обратно вернуться в город. Самые сложные проблемы – это проблемы демографических, связанные с демографическими рисками. Кстати, очень здесь вот вы говорили о политическом влиянии. И как раз это тоже с этим связано. Люди, покупая недвижимость, рано или поздно захотят гражданство. Вы не можете им в этом отказать. Почему это не можем? У нас закон не позволяет. Но у нас существует процедура принятия гражданства. Очень сложная. Мы сейчас новый закон принимаем. Сергей Миронович, знаете, у нас по отношению к гражданству у нас только дыр было. В Гальском районе это достаточно хорошо показало. Ваша аргументация, она если. Если у нас нет государства, если у нас нет контроля, если мы не доверяем властям, тогда да, могут быть много опасностей. Даже если мы ничего не будем делать. Но у нас слабое государство, это мы все прекрасно знаем. У нас очень много много проблем. Понимаешь, может быть, пока преждевременно в сегодняшних условиях принять этот закон. А я не считаю, что преждевременно. Понимаете, я считаю, что мы должны что-то делать. У нас, какие гарантии в законе для местных жителей? У нас
Ну вот мы то, говорим, что он что никакого обрисовал, эффекта Сергей нет. Я Миронович, скажу, это они... Абхаз-Переселенстрой, то, что он нарисовал. Да бросьте, Абхаз Переселенстрой приезжали сюда, становились гражданами этой страны и потом хозяевами Советский страны. Союз. А мы не говорим как раз о гражданстве. Мы говорим, во-первых, мы должны определиться. Понимаете, почему мы топчемся на одном месте уже столько лет? Потому что мы не определились, какую экономику мы строим. Если это рыночная экономика, то у нее есть свои закономерности, законы. Определились, но мы пытаемся продать Я с самого недвижимость. начала, нас мы успеем. Нет, я не вам. Я с самого начала об этом и сказал, что мы топчемся на месте, потому что у нас не участвует в экономике страны оборот недвижимости, и это тормозит все вот эти основные направления нашей экономики, понимаете? Даже самый простой факт, человек сегодня не может заняться бизнесом, потому что он не может получить кредит, но он хотя бы мог бы продать квартиру, которых он умеет там не одну, может быть, продать эту квартиру и начать свой маленький бизнес. Это раз. Во-вторых, если здесь будет строиться жилье, мы можем сделать, и это в законе предусмотрено, чтобы часть этого жилья передавалась муниципальным органам, которые будут распределять его среди людей, которые стоят в очередях. Я об этом тоже много раз говорил. У нас в очередях стоят люди, семьи погибших, ветеранов войны, инвалидов войны. И эта очередь не движется, потому что мы ничего сами не строим, понимаете? И этот вопрос мы могли бы решить. И еще раз повторяю, это просто закон, который связан с рыночными правилами ведения экономики. Если мы готовы к этому, значит, мы должны уже решиться на это. Если мы будем вот так половинчато, не определившись, что мы строим, социалистическую экономику, рыночную экономику, что мы вообще строим? Сергей Миронович, ну, во-первых, там никакой связи между продажей недвижимости и экономическим развитием на самом деле не существует. Потому что бросьте вы, о чем вы говорите? Да. Я вам объясню. Я вам говорю, что прямая зависимость существует. Я вам скажу, что наиболее инвестиционно привлекательные страны, это Швейцария и Сингапур, у них, кстати, существуют ограничения в части продажи недвижимости. А в некоторых кантонах Швейцарии существуют и запреты. Вы напрасно связываете даже продажу такие маленькие недвижимости государства, с как развитием. Лихтенштейн, Андорра, и у них и то это существует. Да, существуют ограничения, и мы должны подумать защитные механизмы. Давайте думать об этом. Что вы, превращая недвижимость в актив, вы сегодня это делаете. Да, активом. Вы завтра лишаете людей. Люди просто это все продадут. Просто продадут. Зачем мы должны о наших людях говорить, что... Послушайте, вы посмотрите, сколько пустых квартир и пустых домов по всей Абхазии, которые просто так валяются. Пусть продают. Я вам скажу, почему они не продают. Потому что они ждут закон. Пожалуйста. Они ждут. Сегодняшняя цена на внутреннем рынке недвижимости, она уже завышена. А уже местное население не способно его Сергей Миронович, ну действительно, даже разговоры о недвижимости уже повысили цену, как таковые разговоры. Да цены все равно будут повышаться, понижаться, рынок будет определять. Гарантии каким местным жителям, гражданам Абхазии вы прописываете в законе? Я говорю, что граждане Абхазии будут получать от этого плюсы, потому что могут продать и могут деньги вложить в свой бизнес во что-то другое. Но вы знаете, не полезное все и граждане нужное. Абхазии имеют по 10 квартир, Сергей Миронович, согласитесь, да? Сперва надо мы обеспечить... говорим о тех, кто имеет, правильно? А тем, кто не имеет. А тем, кто не имеет, которые стоят в очереди и не могут получить, я тоже говорю, что построив новое жилье, мы будем говорить о том, что какой-то процент выделить тем, кто в очереди стоит. А иначе они будут всю свою жизнь стоять вот так в очередях. Даже в советское время двигалась очередь, люди хоть десятилетиями стояли, но получали. А сегодня она не движется, потому что государство не будет строить ничего, оно не может. Значит, надо решать какие-то вопросы и по Так вот я вам говорю, что надо решать, а вы говорите, не надо. Но не только же таким путем решать. И это один из путей. Потому что рыночная экономика, еще раз повторяю, имеет свои законы, которых нужно придерживаться. Не будем придерживаться, будем топтаться еще 20 лет. То есть рыночная экономика у нас только на продаже недвижимости иностранцев. Слушай, один из, я еще раз говорю, давайте еще раз сформулирую. Давайте. Один из главных факторов экономического развития – это есть оборот недвижимости. Понимаете? В наших традиционных отраслях, таких как туризм, сельское хозяйство – и промышленность, они обязательно должны участвовать. Они не участвуют сегодня из-за этого, и нету развития. Нет, почему они не участвуют? Да никак не участвуют. Это то, что спонтанные какие-то продажи санаториев. Возражай, пожалуйста. Я хочу перебивать. Сергей Миронович Давайте возразит, упорядочить это. по-моему, У нас даже нету
у нас даже нету определения, что такое жилье, разные категории жилья бывают, понимаете, все это же надо упорядочить. Это все в так законе вот про есть. это мы и говорим, что надо сперва упорядочить, а потом говорить. Нет, ты читал? С уважением к Читала, вашему мнению, да. если позволите, то есть Третья статья, почитай, третья Хорошо. статья. Сейчас я возражу после если Алмаса. позволите, я бы хотел с самого начала, я начал, наверное, не с того, и мы ушли в экономическую часть. На самом деле я вижу политические риски. И мне кажется, самые важные риски, они политические. И начинаются они с этого. Если позволите, я немножко раскрою. И, честно, позволю. Хочу сразу с большим уважением к вашему богатому прошлому национально-освободительному движению, но тем не менее, как я вижу сам вопрос. Для того и сидим. Да. Все наши проблемы начинаются с демографической. Наши демографические проблемы привели к тому, что 17% населения государствообразующего этноса, 17% голоса этих людей оказалось недостаточным для решения их проблем, их развития. В результате привело это национально-освободительному движению и к войне. Как вы правильно, после войны какой-то паритет, этнический паритет, он все-таки там свершился. Но, тем не менее, наши демографические проблемы не закончились. И в моем понимании государство, для чего нужно государство этносу? Этносу государство нужно для того, чтобы существовал некий контур внутри. Каким образом проект закона о недвижимости мешает демографической ситуации? Если позволите, то я доведу. Эфир прямой. Я понимаю, но тем не менее, не сказав А, не скажешь и Б. Да? В данном случае мы после войны оказались в ситуации, создавая это государство, в том числе и вы, Сергей Миронович, участник строительства этого государства, государство с пониманием отнеслось к особенностям развития и этим демографическим проблемам и поставило его во главу угла. Это и понимание невозможности решить демографическую проблему напрямую, в том числе и механические пути решения демографической проблемы через репатриацию, предположим, и наполнить ареал обитания, обеспечить этническое доминирование на территории. В результате чего мы 20 лет, вы знаете, чем отягощены наши демографические проблемы. Это и глубокий провал демографический в результате войны, репродуктивного возраста, огромное количество умерло. Это сейчас мы ожидаем крупный демографический провал. И эта ситуация у нас в стране, в которой, вы знаете, смертность увеличивает. В результате удельный вес самого этноса государствообразующего уходит вниз. В результате реализации этого закона, хочу вам сказать, что я глубоко убежден на протяжении следующих 5-7 лет, это в худшем случае, но в лучшем случае, нет, в худшем, а в лучшем, на протяжении 10 лет мы получим огромное количество новых граждан, которые удельный вес нашего этноса превратится даже не в 17%, а в 5, в 3, в 2, и в конечном итоге мы и удельный вес этноса потеряем, и как следствие мы растеряем те государства, чьи граждане будут здесь. А тут написано иностранные граждане, они могут быть гражданами любых государств, в том числе, я не знаю, есть страны в мире, которые нас не признают, но мы же их признаем. Предположим, страны Европы или Америки, которые активно скупят недвижимость в этой стране, они будут через своих граждан здесь, в том числе и какие-то политические права этих своих граждан отстаивать. И в конечном итоге это для нас здесь сведется к потере самого суверенитета и государственности как таковой в перспективе. Хочу сказать, что отстаивание политических прав этих граждан, даже в случае, если мы, предположим, сами не инициируем, в чем я очень сомневаюсь, мы через несколько лет сами инициируем вопрос о том, чтобы эти граждане стали, то есть иностранцы стали гражданами нашего государства, более чем убежден. Но даже в этом случае у нас сегодня есть ситуация, когда сам государствообразующий этнос уменьшается в количестве от 500 до 1000 человек ежегодно, в то время как граждане других, иностранные граждане, приобретающие гражданство в нашей стране, ежегодно это порядка 1000-1500. То есть уже существует разрыв в 2-2500 человек. Представьте, какая у нас динамика, с чем нам нужно бороться. Сейчас у нас нет никаких межэтнических конфликтов на территории, потому что то население любых других национальностей, которые проживают на нашей территории, они вписаны в социокультурную среду, как вы понимаете. Люди, которые в массовом порядке десятками тысяч человек ежегодно начинают населять вашу не вписанную в социокультурную среду, вы понимаете, люди приходят со своей культурой, со своей
со своим кругом, и в конечном итоге это начнет вызывать здесь в том числе и бытовые конфликты, межэтнические конфликты. И вы знаете, граждане других государств, даже единичные случаи отдельные, становится межгосударственной проблемой. А представьте, если таких вещей будет сотни. То есть, в моем понимании, мы сами себе роем глубочайшую яму, из которой мы никогда не выберемся. И вопрос продажи недвижимости, в моем восприятии, это один из вопросов, ну, почему вы, в том числе, Сергей Миронович, в этом принимали участие, было продумано, что недвижимость в этом государстве покупают только граждане этого государства, для того, чтобы ареал вот этот, нашего обитания, он был наполнен, в первую очередь, желательно нами самими и гражданами этого государства, в том числе и других национальностей, возможно, которые вписаны в эту среду. И плохо то национальное государство, которое не идет гражданской нации. И мы, идя на пути строительства гражданской нации там, в далеком, может быть, каком-то будущем, мы вот этот процесс приостанавливаем, мало того, отправляем его вспять. И фактически насаживая... Ну, сейчас речь не идет ни о каких... Конечно, первично речь идет о гражданах Российской Федерации, но закон мы позволяем... Мы, там не написано россиянам или каким-то другим. Нет, конечно, в конечном итоге мы заселим свой ареал обитания людям с другими этническими, социокультурными. Это нам вызовет глубочайшие последствия внутри. Это страны, которые массово будут, граждане будут отстаивать, они будут отстаивать права, гражданские права этих граждан, они будут отстаивать право на то, чтобы эти люди получили в том числе абхазское гражданство, они в массе своей, эта ситуация приведет к тому, что удельный вес нашего этноса сократится до количества, которое будет гораздо принижать 17%. Вот суббасам тахтгор хау. جبش процент рагу замахнем зух процент как он захна ганиго дара хунткарра кодара здулова абрин харниго хунткарра курхадатша хтулова абрихиго дара ишуктам через ну код атулова ируктоп дара рзин парх через хана абриха политика гана халаги яхку гуэлам гона ишуку сара бурганы суқоп шерги ифдир руктоп абриара политика анус суқо ифдир вазеро ну а кучига шапхати таходит хала Можно я прямой вопрос тогда, Гивик, так как он... Я просто тебе вопрос очень прямой задам и очень короткий. Меня интересует, ты специалист, ты умеешь работать с законами, с проектами. Меня интересует, вот по этому законопроекту гражданин Грузии может получить гражданство? Купить? Я видела... Так, если он не признает, если он не убивал, если он не резал, может он получить... Ну, понимаете, как в законе нужно будет еще больше возможностей и ограничений установить. Это сразу говорю, потому что с этим законом... Ты мне не ответил, по этому проекту закона может или не может он купить недвижимость в Абхазии? По этому закону есть ограничения, он не сможет. Я вам скажу. Какие ограничения? Так, подождите, этот законопроект, он только сейчас появился, поэтому надо же изучать его досконально. Скажу честно, со своей стороны, я его только бегло изучил. И сразу определил, что ограничения нужны еще. Какое ограничение не даст гражданину Грузии? А потому что там есть написано, что вот здесь принимается решение об этом. Дело в том, что, понимаешь, все вот эти... порядке. Послушай, подожди, не в судебном. Здесь все опасения, которые были сказаны, они строятся на гипотезе какой-то, гипотетической. А вы, Сергей Миронович, считаете, что финансовая составляющая, она не на гипотезе построена? У вас ни одной цифры у нас нету с вами и в парламенте, и в том числе у исполнителя, ни одной цифры нету, с которой мы должны считать, а вы говорите о каких-то экономических выгодах мнимых. Это что, не гипотеза? Слушай, я говорю о законах экономического развития, которые предполагают, что рыночная экономика предполагает участие в оборот недвижимости в Сергей Иванович, один вопрос можно вам? Экономической жизни. Можно вам один вопрос? Вот, это раз. А вы все, что вы говорите, исходит из того, все ваши страхи исходят из того, что вдруг... Нет, у меня вопрос, потом, прямой вопрос. А может быть потом случится такое, но извините, один вопрос. Вы боялись всего этого? Можно вам один вопрос? Мы хотим заселять с количеством... Мы хотим заселять с количеством не меньше 10 тысяч человек ежегодно. Через 10 лет, когда граждан другого государства, любого другого государства, будет здесь 100 тысяч. Правительство... Но у меня вопрос. Я верю в это, потому что с момента признания Крыма увеличение количества жителей там более чем на 300 тысяч человек. Вот вы говорите, вы в это верите. Я в это верю, да, действительно. Хочу вас спросить как вопрос. Через 10 лет, когда граждане этих государств будет 100 тысяч человек здесь, сумма даже несопоставимая с коренным этносом здесь, а коренной этнос находится
там в районе 60-70 тысяч по нашим подсудным, и в лучшем случае 90. 100 тысяч человек, иностранных граждан, у вас будет. Вы хотите сказать, что правительства этих государств не будут отстаивать, не будут применять лексикон, учитывая мнение этих государств? Вы хотите сказать, что они не будут на нас политическое давление оказывать, в том числе через при реализации своих интересов? Во-первых, это полная фантазия, что здесь там каждый год 10 тысяч человек будут приобретать, и через 10 лет 100 тысяч станет. Давайте это самое. Сергей Миронович, а если меньше, то зачем это надо? Слушай, за тем, что, еще раз повторяю, что есть свои закономерности, которые нужно учитывать, и не может быть развития, когда что-то это мы делаем, а это мы не делаем. Нет, но если мы же говорим, хотим что мы строим рыночную экономику, нет. Слушайте, я же не говорю, что это паровозом будет. Вот Тенгиз преподает экономические дисциплины, мировую экономику, национальную экономику в Абхазском государственном университете. Пока что от Тенгиза и от тебя я слышу, что а вдруг потом станет так... Вы не поверите, я не говорю вдруг. Я не говорю, а вдруг станет столько человек? Я не говорю вдруг, я утверждаю, что будет именно так. Я не говорю вдруг. Но это же чисто гипотеза. Ты говоришь, какой гипотезы существует? Вы хотите сказать, что по 50 квартир, вот кто-то не был, по 50 квартир будут покупать? Конструктивно. Ты говоришь, смотри, ты говоришь, что они потребуют гражданства. И мы с удовольствием дадим гражданство. Через 10 лет по закону, по нашему гражданству, по которому сегодняшнему, его там или через 15 лет, его дети родятся, мы просто обязаны будем по нашему закону дать им гражданство. Как это нет? Человек, у него на праве собственности есть территория, здесь он здесь родился. Кому вы откажете по нашему закону? Это вы, может быть, покупателю отказали в праве получения, а человек, который там, во втором или третьем поколении здесь, предположим, родился, и у него есть на правах частной собственности. Если вы такие законы потом примете после меня, сейчас Гиви ответит на это. Алмаз, подожди, Гиви сейчас... Да, давай. Или вы пропишите, что в родословной ни один человек не мог стать гражданином. Во-вторых, будет меняться ситуация, будут меняться законы, будут приниматься новые законы. Сергей Миронович, сегодня жители Российской Федерации, которые в частном порядке попали в бытовые истории, до уровня президента Российской Федерации решаются вопросы отстаивания их интересов, вопросы интересов отстаивания десятки тысяч граждан. Вы хотите сказать, что мы не будем подвергнуты политическому давлению с их стороны? Ну, послушайте, вы хотите что оправдать, чтобы здесь беззаконие творилось? А при чем тут беззаконие? Но вы говорите, что на уровне президента... А при чем беззаконие? В каких случаях может дойти до президента? У нас, в конце концов, есть государство. У нас есть государство, у нас есть законы и суды. В конце концов, здесь это решается. Если нарушен закон здесь, то у нас есть суды. И вы сами здесь говорили, что в конце концов, по законам, если у нас есть государство, с этим произволом надо бороться здесь. И никакого другого не реагировать, когда... И я вам хочу сказать, что это естественные политические стали. Наш самый главный друг и союзник. Алмаз, давай Гиви послушаем, у него есть аргумент по этому поводу. Здесь правильные фразы вот сейчас были сказаны, что мы все-таки государство, друзья. И давайте все-таки по-государственному относиться и к нашим гражданам, и к их мыслям, и вообще, так сказать, к экономике тоже. Друзья, кто сказал, что какое-то иностранное государство будет на нас давлеть? Ну, давайте не будем это говорить. 25 лет живем. Нет, я скажу, я вас не перебивал. 25 лет живем, и в худшей ситуации были, и на нас никто не давлел. Давайте уже тоже говорить. Это один момент. Слава Богу, что мы обсуждаем сейчас эти вопросы. Я вот возвращаюсь к началу, когда здесь было сказано что-то почему это сейчас, так рано и так далее. Года 2 или 2,5 назад наша партия давала свое, так сказать, видение этому вопросу. И поэтому, если бы я сейчас по-другому говорил бы, это лукавство было бы. И поэтому я ту же самую позицию и отстаиваю. И тогда так думал, и сейчас так думаю. Поэтому этот вопрос не сегодня возник. Но я считаю, что раз мы строим государство, где работают законы, нам надо думать о том, чтобы у нас норма регулировала отношения. Возвращаюсь опять же к той же мысли, что у нас сегодня здесь ненормативное разрешение таких отношений, которые сегодня есть. То есть законы еще не работают. Сейчас, минуточку. Я говорю, этих отношений, о которых мы сейчас говорим, ненормативные отношения, поэтому их надо привести в норму. Это огромный плюс, что мы этим занимаемся. Начинать же не с продажи, я же еще не закончу. Зита, и еще момент, теперь другой. Значит, наконец-то мы в нашем государстве стали думать о том, что нам нужно развиваться.
И здесь я согласен с товарищем Джопо в том плане, что наши дети, как он говорит, что скорее всего не смогут приобретать, да, в будущем уже жилье здесь. Правильно, они не смогут приобретать то жилье, которое ветхое, они будут приобретать новое жилье и сами будут строить. Потому что я сторонник того, чтобы мы развивались и мы сами зарабатывали. А не так, чтобы, допустим, рассчитывать на то, чтобы наши дети лет через 10-15 опять же рассчитывали на вот это ветхое жилье. Дальше скажу. Дальше. Маленькая ремарка. Теперь вернусь. Нет, друзья, дайте я закончу. Теперь вопрос с точки зрения демографии. Одна маленькая ремарка, Гиви, пожалуйста. Одна маленькая ремарка. Я тебя не буду больше перебивать. У меня маленькая ремарка. Наше государство, учитывая те угрозы государственности, суверенитета и военные угрозы, которые существуют, на протяжении 20 лет оно строилось, и во многих странах экономика диктует политику, потому что у них вот эти проблемы, они уже закрыты. У нас... Да. Если бы экономика диктовала политику, мы бы до сегодняшнего дня не дожили. У нас политика диктует экономику. И во многих случаях, если была многие экономические блага, мы должны от них отказывать в силу политической составляющей. И вы лучше меня об этом знаете. Нет, ну еще раз, если мы будем постоянно об этом говорить, Алмаз, это мы знаем. Это мы уже говорили. Ну, знаем, но тем не менее делаем что-то другое. Ну как мы что-то другое? Кто сказал, что мы за последнее время, или вы в качестве депутата сделали что-то другое? Когда говорите «мы делаем», это законодатель делает. Вы что-нибудь не то сделали? Пока еще нет. Ну вот и очень хорошо, и так и будет продолжаться. Я надеюсь, я бы хотел о нашем населении думать лучше. Когда здесь вы говорите, что наше население все продаст, давайте все-таки уважать наших граждан, они все не продадут. Которые получают зарплату 6 тысяч рублей. Нет, и не надо даже о них думать, что они все продадут. Понимаете, не будет так. Не нужно думать, что они возьмут и построят бизнес. Сколько вы человек знаете, которые продали квартиры и построили бизнес? Зачем думать о своем населении таким образом? Сколько человек знаете? Купили машины и потратили на... Теперь, это единицы, друзья. Через 3 года машины не будет. Теперь я вернусь еще к мысли той, что... я закончу. Вот вы говорите о том, что там в год 10 тысяч будут покупать и так далее и тому подобное. Я вообще-то сомневаюсь в том, чтобы на сегодняшний день... Не я сказал, в законе так заложено. Не-не-не, вы говорите о цифрах, в законе цифры... Цифра 80 миллионов из тех расчетов, которые... Это экономически, я говорю по количеству людей, которые купят... А я и говорю, для того, чтобы получить 80 миллионов экономического обоснования, которое прописано в законе, нужно продать 2500 квартир. Я вначале сказал, что я экономическими моментами не хочу заниматься. Я другое скажу. Вот вы говорите, что, значит, такое-то количество людей приедет, через 10 лет их будет больше и так далее. Во-первых, значит, кто бы ни приехал сюда, во-первых, на сегодняшний день рынок сам недвижимости, он сам уже отрегулирован на какую-то часть процентов. Не из 100, например, может быть, влияние внешнее будет как-то влиять на цену там, но на такое большое, огромное количество навряд ли, потому что по экономике вы это знаете. Рынок уже почти сформирован, почти. Значит, теперь далее. И чтобы такое количество людей пришло сюда, и потом думать о том, что государство, гражданами которых они находятся, будет давлеть на нас, чтобы мы им давали гражданство. Еще раз говорю, думаем о своем государстве лучше, чем мы о нем говорим, потому что мы этого не позволим и не позволяли, и этого не будет. Поэтому здесь я не увидел опасность еще одну. Я пока не вижу таких глобальных, фундаментальных опасностей. Скажите о них, тогда поговорим. Для вас демографическая еще... Одно слово. Подожди, Алмаз, 2 секунды. Давайте адекватно оценивать ситуацию. Что касается что касается экономических законов, они как в Абхазии, как в другой стране, они будут развиваться одинаково. Вы изучите ситуацию, какая существует в Финляндии, в Беларуси, в Казахстане, в Китае. Изучите, какая ситуация с рынком недвижимости. Ну, изучите в Монако тогда. Я вам объясню. Одну секунду, давайте я закончу. Одну секунду. Ситуация, российский рынок недвижимости ведет себя агрессивно везде, в близлежащих государствах. И то же самое будет происходить здесь, в Абхазии. Вы имеете в виду в смысле покупка? Да, естественно, что больше я имею в виду. И то же самое будет происходить в республике Абхазия. Это однозначно, это очевидно, это 100%. Вы понимаете, это экономические законы, вы против них не попрете никак. Я, например, запуск купил 10 тысяч квартир, 20 тысяч давайте квартир. Мы выстроим логику, Сергей Миронович. Давайте. Логика, Сергей Миронович, мы сами завтра не будем говорить, что это граждане нашего союзного государства. Да не будем говорить, почему все время одну секунду, давайте мы закончим, дайте мне возможность высказаться. Ситуация здесь развиваться будет так же, как и везде. И рынок полностью, цены на этом рынке вырастут. Это мы не придумали. Нам не нужны какие. Достаточно посмотреть ситуацию, как развивается в других странах. Существует масса примеров. Вы можете просто войти в интернет и посмотреть. Вы знаете, что в Финляндии парламент страны намерен был принять закон о запрете продажи недвижимости. Значит, для этого существуют. Да, были основания. Значит, есть
Мы не говорим, что мы против развития рынка. Мы считаем, что принятие данного закона преждевременно. Преждевременно, потому что наша страна не готова к этому. Ни наша страна, ни наше население, ни наша экономика. То есть вы внутренне готовы за продажу, ну просто время надо. Гиви, я только может, что можно сказать? Может быть Гиви. 10 лет, может быть 15 лет. Не, ну сейчас сроки. А что, так, вы думали, условно месяц-два? Я думаю, что Алмаз был вначале прав, когда говорил, что необходимо некоторые нормативы привести в порядок. Один еще Гиви, вопрос, нет, я не так сказал. Вы изначально Я начали сказал, так. что я категорически Гиви, против. дайте мне возможность, Алмаз, я закончу. Я Алмаз, категорически дай противник закончить. продажи Можно я недвижимости. закончу? Но, чтобы я Алмаз. с вами это обсуждал, мы должны начать. Вы должны были уже изначально прийти с первичными данными. Все которых у Можно вас я нет на руках. закончу? А? Что касается неформального рынка, о котором вы говорили, что существует. А что за неформальный рынок, извините Я не меня? неформальный, А я о чем говорил, вы говорили? так сказать, Теневой рынок. ненормативный. Ненормативный. Да. У нас нету теневого рынка. Что за теневой рынок? У нас нет теневого рынка. Я вам объясню, почему его у нас нету. У нас существуют ограничения, у нас нет дискриминации. Кстати, очень любимое слово у нас дискриминация каких-то граждан. Мы никого не дискриминируем. Если мы продавали бы недвижимость каким-то гражданам какой-то страны, а другой не продавали бы, тогда да, дискриминация. Просто у нас внутренняя политика такая. Мы имеем на это полное право. Ограничение продажи недвижимости. Что в этом странного? А что в самой России нет ограничений права продажи недвижимости или какие-то другие ограничения для нерезидентов? В России существует, не то, что у нас. Нет, у нас А сейчас что не касается... ограничение, а запрет. Ну, сейчас запрет, ну, какая разница, как запрет. разница? Запрет тоже одна из форм ограничений, может, радикальная форма. Что касается теневого рынка, а что за теневой рынок? Что, если я, например, люди сегодня, которые покупают недвижимость на территории Абхазии, через подставных, вы говорите, подставных людей. Ну, вот я, например, допустим, приехал из Москвы, хочу купить недвижимость. Я покупаю, из-за того, что я не могу на себя оформить, оформляю, например, на товарища Джопу. Ну, если, извините, завтра мне товарищ Джопу окинул, значит, это моя вина. Надо хороших друзей искать, а не таких. А при чем здесь это? Это не проблема. Это не проблема. Если люди... Еще, кстати говоря, что... А может сделать так, чтобы никто никого не Хорошо. кидал все-таки? Это Давайте так нету сделаем. Вообще проблема- Чтобы норма регулировала. У нас- то, что вот у вы нас- говорите, это как раз и есть Это не теневой с элементами криминалитета. А что за криминал? А Как что за криминал? В А этих люди, Сергей правоотношениях Миронович- криминала нет. А если там подлог документов или какие-то преступления, кстати, я вот обратил не внимание, в криминал, вашем да. законе о Обманули, легитимизации кинули, это не сделок, которые были совершены, то. А люди если граждане там вовлекаются в совершено мошенническую преступление, сделку? какая Сейчас легитимизация может быть? А зачем вовлекаются? Ты сознательно идешь на преступление, на мошенническую сделку, это- там скрытой продажи. Это то же там, самое, что инвестирование. Вовлекаешься, а кто Определенный тебя- риск тебя существует кто везде. просит Это ваша нарушать вина, закон? Извините, если... Я просто о чем говорю, вот последнее, что я хочу сказать. Вы Послушайте, поймите, можно я закончу? С учетом той ситуации, которую мы пережили, у нас очень сложные периоды были довоенные с грузинами, потому что, понимаете, вопрос переселен строя, это, я с этим провожу четкую аналогию. Просто, возможно, не административными механизмами, а именно рыночными механизмами. Кто-то здесь сидящий может завтра дать гарантию, не завтра, сегодня, что завтра ситуация не выйдет, не станет точно такой же, какой была у нас в Грузии. Кто-нибудь вот здесь сидящий может вот сейчас сказать, что я гарантирую, что этого не произойдет. Ну, кто-нибудь может гарантировать, что это произойдет? Нет, а кто-нибудь вообще у нас- может гарантировать? Надо что- отталкиваться от Мы, рисков, а не исходя из ситуации, да, если, у нас есть, Дайте- если у нас есть риски, значит, Послушайте, у если нас есть риски всегда существуют. Ну, Всегда существуют. но у в нас они любом- очень болезненные. Мы же Да, это мы прекрасно знаем. маленький народ, маленькая страна, и у нас много рисков. Да, нужно быть осторожными. Я не хочу сказать, что вот категорически против во всех ваших мнений. Я сам тоже стараюсь взвесить все за и против всегда. Но есть моменты, когда нужно принимать решения. Если мы все время будем всего бояться, мы бы, если всего боялись бы, мы бы сегодня и государства независимого может, не мы не имели. будем бы. Сергей просто Миронович, вы, торопиться будучи Вот если бы мы так бы... Я помню, понимаешь, когда... Вот сейчас обратная ситуация. Я помню, когда я был в вашем возрасте, и мне люди, которые в моем возрасте, говорили, не надо торопиться. А сейчас получается наоборот. Сергей Миронович, вы будете, будучи в национальном освободительном движении, вместе с Владиславом Григорьевичем и всеми остальными, в том числе, занимались активной критикой и той ситуации, и вообще, представляете, только и через борьбу, и через критику вы построили эти государства. Но в данном случае говорить, что мы много критикуем кого-то, но это... Я разве когда-нибудь это говорил? Я Эгоист. наоборот, послушайте, я наоборот говорю всем, что у нас прекрасный парламент, потому что там я сегодня слышу, есть разные мнения. А чего ты удивляешься? Я всегда был, я Законы открыто только говорил, что плохие, а я всегда за то, чтобы Да. все наши противоречия мы обсуждали в парламенте, а не на улицах и не на площадях.
Я всегда за это был. Почему я все 20 лет еще был за то, чтобы по партийным спискам были выборы и так далее. Так что я это только приветствую. Почему? Я даже уверен, что вот этот закон, он будет принят. Он будет принят. Но я не уверен. Но мы его доведем, и ты проголосуешь за. Но мы его... Это Сергей Миронович, и точно он не будет. Сейчас уже сказал, теперь будешь придерживаться. Что, я не буду голосовать за этот я закон. не услышала ответа на свой К чему я, подожди, что я хотел вопрос. сказать? Да. Мы путем вот таким, мы его доведем до такого состояния, когда он будет приемлем для всех. Зачем вот, Сергей вы Миронович, если сама- у него нет никакой экономической выгоды, если вы не собираетесь 10 тысяч человек селить ежегодно? слушай, от него есть зачем он экономическая нужен? выгода, и от него есть... Какая, Сергей Миронович? Ну я уже опять могу опять Сергей Миронович, повторяться. Сергей Миронович, ну это должно Мы прозвучать подвергаемся четко. крупнейшим политическим рискам, в том числе, за выгоду, которую не понимаем, какая выгода. Я, Есть пока выгода? что с вами от вас услышал один аргумент, Какой? что если станет много людей, которые купят недвижимость, а потом они примут гражданство, это будет, значит, Нет, представлять Сергей угрозу для Миронович, нас. нет, Сергей Миронович. Если это так Вы будет- считаете, что если в Сухуми будет проживать дополнительно, небольшой городок будет вот в районе Маяка, предположим, Да. 50 тысяч человек. 50 тысяч человек. Ну, 20, 10, не знаю, 30. Пускай По будет сравнению 10, там, да. даже если это будет 10 тысяч человек, у 10 нас тысяч 40 прекрасно тысяч было город. бы. Кстати говоря, было бы здорово. Сергей Миронович, если позвольте. 10 тысяч здесь жили бы постоянно, не имея гражданства людей, которые ходили бы на рынок, которые платили бы за услуги коммунальные, которые бы... Можно я Кто договорю? от Вы этого считаете, выиграет? Гражданство Какая- здесь будет жить постоянно. Так, слушайте, Не не будет только жить, у нас не живут будет. так, живут. Без и Вы же гражданства сами говорите, что Сергей такое интерес в Миронович, Абхазии, что Сергей- рвануться. Они же вот в Турции так живут, они же в Сергей Черногории Миронович, так позволите? живут. Без Если паспорта позволите, они у меня там не вопрос. живут. Вы знаете, какие у нас Живут. проблемы Ты спроси у культурного, людей, социального порядка? Какие проблемы с языком, с размытием языка, культуры и всего остального? А вот, дорогой Вы считаете, что это активно не начнет размывать культурную среду здесь? Я знаете, что считаю? Я считаю, что если мы не будем экономически развиваться, у нас не будет Так где здесь экономика? средств для тут того, нету? чтобы... Но я все время говорю о том, что есть экономические выгоды. вы Сергей говорите, нет. Миронович, вы говорите, 10 тысяч человек приедут и оставят нам какие-то деньги. У нас приезжает, за лето приехало 3-4 миллиона. 3-4 миллиона. Это от 10 тысяч, я не знаю, в сотни раз. Ну ты 4 Приехал- миллиона считаешь людей, которые пересекли границу. Они, Там каждый из них даже на один день приезжает, десяток тысяч здесь оставляет. 4 миллиона, Это- 10 тысяч. послушай, Какой эффект мы это получим? один контингент небогатых людей, а люди, которые готовы здесь купят за несколько квартиры миллионов богатые. купить Я квартиру. чувствую, Нет, Сергей калькулятор Миронович, надо когда уже такие небогатые занести. люди купят квартиры Ну, не здесь. совсем богатые, не но богатые, люди, которые имеют потому что средний жилье здесь достаток. дешевле порядком, чем в Российской Федерации. Но к таким богатым людям, наверное, нас уже в город не пустят. Если такой контингент. Небогатые, будьте добры в Челу Аймара. Кстати говоря, Да, Аймары, кстати все-таки говоря, ответьте мне. я считаю, что можно, знаешь, что обсуждать? Можно обсуждать по регионам разные тарифы. Сергей Понимаете, Миронович, на налоги, и это самое, квоты разные можно ввести. Вы не Скажем, поверите, одно я в дело- принципе не Слушайте, хочу а ты обсуждать знаешь, продажу что в недвижимости Гагра иностранцам. люди только и ждут, чтобы в 2 раза больше населения стало на несколько месяцев. И радуются, когда оно увеличивается. Ну вот Почему? туризм нормально. Туризм Вполне нормально. решает этот вопрос. Приезжают и деньги оставляют. Вот почему они Вы хотят считаете, этого. И все-таки какие... И так и те будут здесь Нет, вы не приезжать и хотите оставлять, услышать мой вопрос, Сергей и Миронович? деньги оставлять, не Я хочу приобретая услышать, где гражданство. в этом законе гарантии местному населению, гарантии репатриантам. Еще раз повторю свой вопрос. Вот я еще раз говорю. Поэтому- Гарантии местному населению в том, что, во-первых, Репатриантам, ладно. Во-первых, подожди, это всех касается. Во-первых, мы соблюдаем их права на то, что они имеют право распоряжаться своей собственностью. Это раз, это Кто? их право. Наши граждане? Да, наши граждане. А что, в конце Второе. концов, в обороте жилья без иностранцев нельзя принять закон? А что Я испытываю, на самом деле, не к обороту жилья проблемы, а к тому, что этот оборот жилья вовлечены, значит, резиденты с нерезидентами, граждане с вот с в этом негражданами законе- уравнены в правах, и в том числе лица без гражданства. А лица без гражданства – это весь Гальский район. То есть, фактически, мы в правах все будем уравнены. А вот мы по закону, который сейчас принимаем, люди, живущие в Гальском районе, да, Это вообще отдельный разговор. да, они можно все отдельно. практически все лишаются гражданства, да, и значит, они обладают даже правом теряют собственности. право на свою собственность. Они не Сергей могут продать ни Миронович, вы свой должны дом, согласиться даже с не тем- иностранным гражданам. Они... Вы должны согласиться с тем, что ситуация, которая у нас есть в Гальском районе, конкретно с вот этим населением, у нас нет ни с каким другим населением, вообще ни с какими другими иностранными гражданами. И это особенность военного конфликта, остаточные, которые нам надо решать очень деликатно. И я не знаю, там однозначных решений нет. И то, что применимо к ним, предположим, не применимо ни к кому в принципе. И мы должны как политические
политическое решение здесь принимать по отношению к ним. Но я вам говорю, в данный момент это уже мы уравнены с Гальским районом, с нерезидентами, как они там, лица без гражданства, с иностранными гражданами. Граждане Абхазии, они уравнены со всеми в правах. Слушайте, я был бы рад и двумя руками вас поддерживал, если бы там не было слова иностранные граждане, лица без гражданства. Потому что закон действительно об обороте жилья нам, возможно, нужен, который повлечет за собой. Но говорю вам, я вижу в этом законе никакой экономической выгоды и плюс огромнейшие политические риски, которые, как следствие, могут привести риски эти. Я не знаю, возможно, я не имею права конкретно вам, вашей личности говорить, человеку, который принимал в этом активнейшее участие. Возможно, я извиняюсь, но я в этом документе вижу активные угрозы. Мы как итог закончим с государством. Я так вижу. Я могу ошибаться, но там заложены риски. А теперь объясните мне, за 50, за 80 миллионов, возможного эффекта, который я там вижу, я должен мириться с рисками. Может, не будет, а может и будет. Почему я должен мириться с этими рисками за те маленькие деньги, которые там, возможно, заложены? Да даже если там было заложено миллиарды, я бы даже в этом случае на эти риски бы не променял. Я еще раз вам говорю, это не только там 50-80 миллиардов. Я говорю о том, какие, вы не хотите слышать, это во-первых. Вы все время возвращаетесь к тому, что иностранных граждан станет много, и это проблему создаст. Любых иностранных, я не говорю про россиян. Предположим, из Северной Америки приехало, латиноамериканцев приехало, условно говоря, заселились. Но не приедут они. И он будет покупать жилище, он не будет признавать страну, и будет говорить, нет, вы знаете, что я не смогу это оформить, и я не согласен. Во-первых, я хочу вам сказать, еще это еще и связано с проблемами инвестирования в Абхазию. Тоже тормозит этот процесс. С вами должен здесь поспорить. Мы оба экономисты, никакого отношения вопрос инвестиций к данному вопросу не имеет вообще. Потому что любой гражданин любого государства может быть единоличным учредителем. Любой гражданин любого государства может быть единоличным учредителем абхазского юридического лица, а в рамках абхазского юридического лица он может приобрести коммерческую недвижимость, хоть какие объемы, любую коммерческую недвижимость. И имеет он здесь квартиру на частную квартиру или нет, никакой взаимосвязи не существует. Что, Гиви, ты хочешь сказать, что для того, чтобы вложить десяток миллионов, человеку нужно обязательно там квартиру иметь? На самом-то деле для бизнеса, да, я бы тоже не говорил, что это аргументация. Это никакой аргументации тут нет на самом деле. Но вот просто есть такой момент на форумах, в сообществах и так далее, они все равно это как камень преткновения, все равно об этом говорят. Давайте уже... Хочешь правду? Нет. Хочешь правду? Да, вопрос правда рождается не от иностранных граждан, вопрос рождается от нас самих. Строительные компании крупные, чьи баннеры висят по всей Москве, им нужен, они не могут продать жилье. Предположим, у них открывается огромный рынок сбыта. Как только они протащат в этот закон, если это он будет принят, хочу вам сказать, что у них открываются богатейшие возможности для реализации своей продукции, которую они не могут продать в данном случае. Плохо это? Плохо тем, что несколько человек разбогатеет, миллиардерам и в разы станут, а мы недвижимости все лишимся. И в том числе у вас в законе предполагается, что по 6 соток частному дому и по 10 соток с правом пожизненного пользования и с передачей и в наследование. Фактически это скрытая продажа земли. Подожди. Во-первых, это не о продаже. Это и сегодня действует, и в советское время. Если человек строил дом, 6 соток... Это когда граждане... А вы собираетесь не гражданам по 10 соток каждому дому прикрепить и пожизненное пользование, и с правом наследования. То есть его внуки и правнуки будут эти 10 соток всю жизнь владеть, а если у них компактный жилой поселок, слушайте, то вот это... а сегодня покупает какой-нибудь санаторий, и там 10 гектаров земли приложено, это можно? А вы хотите сказать, что я за, что ли? Это просто законы уже были приняты такие. Я в данном случае не принимал участие. Когда я говорил о том, что все-таки нужно говорить об ограничениях, здесь те, что ограничения есть, я тоже бегло все посмотрел, да, здесь нужно будет говорить именно об ограничениях и больше корректировать таких ограничений. С точки зрения, здесь я тоже согласен, с точки зрения 0,06 га, это много земли, вы же понимаете, да? Много, не мало, это земля, которая даже в советское время 0,6 га было. Я все это помню. Я все это помню. Понятно, но меньше дом не построишь, лучше, если 0,6 га не будет. А надо дом построить хотя бы, чтобы выйти было. Вот эти вопросы, я думаю, это на обсуждение депутатского корпуса. Я вот скажу такое мнение. Вообще-то, может быть, нужно начинать потихонечку. Может быть, это первичный рынок жилья.
Это Может, вообще неправильно. не, вообще я говорю это как предложение и так далее. Дальше не связывать это с землей, может быть, с точки зрения строительства, так сказать, там не многоэтажных зданий. Может быть, здесь нужно делать ограничения, может, запрет и так далее. Это, опять же, вопрос обсуждения. А нельзя вот эти дома... можно просто отложить вопрос. А нельзя Все вот эти можно. 9-этажки... Да вообще все можно отложить. Все можно, ребят, ну, конечно, А можно. почему вот эти 9-этажки у нас стоят, которые не достроены? Да. Если кто-то возьмется, почему им не отдать? Никаких проблем не первичное или вижу. вторичное С жилье? этим Зачем земля не разделять? связана. С этим земля не связана. Можно вторичное. Не, я понял. Ну, то есть это вопрос Господа, обсуждения. мы все время уходим в экономическую составляющую, которой по сути нет. Я вам говорю про политические наши риски, вы мне про экономические. Ну, политических рисков вы аргументированно не сказали. Нет политических рисков. Давайте уже так, прямо. Вы считаете, что значит сведение в конечном итоге ГИВИ, сведение государства образующего этноса к уменьшению их удельного веса? Вы считаете это не угроза? Если у государства не получает иностранец, не нужно Я вам говорить, что есть только угроза. по нашему закону, по нынешнему, через одно поколение эти люди станут гражданами. А как записано в законе, земля и недвижимость, Нет, которая не-не-не, принадлежит подождите, пожизненное наследование. Каким Вы образом как-то они станут говорите, один из гражданами вас- страны? Вы что говорите? Один из вас говорит, что они будут покупать квартиру, Каким закрывать образом? и уезжать. Тогда И приезжать Сергей на лето. Миронович, Ты говоришь о другом. Мы еще раз оба говорим. Вы же юрист, да. Вы же юрист, да. Вы должны понимать, что человек, покупая право собственности на жилье, рано или поздно потребуются дополнительные права. Это нормальное явление, это вполне естественно. И если семья, например, из 5 человек... Вот уже сапизм, понимаете? Нет, ну мы сейчас... Когда ты говоришь... Я рассуждаю логически, исходя из ситуации. Потому что если человек купил жилье, завтра ему потребуется еще что-то. Мало ли что ему Еще потребуется. что-то. Для этого есть Ну, законодательство. извините, есть Сергей власть. Миронович, мы практику уже прошли с этими паспортами. Мы знаем, Не-не-не, как... тогда подождите, возьмите одну- мировую практику, друзья. Там, Зачем? где разрешается собственность, там не везде Давайте гражданство получают. отталкиваться от реальности. Ну, мы от реальности же... Игорь, Если я мы вам сегодня всего пойдем как-то- по этому, я уверен, что завтра эти люди будут иметь паспорта. Будут Откуда, иметь. скажите, вы хотите сказать, что им паспорта сделают в этом государстве? Это сегодня. Давайте уже не говорить об этом. Ну, Паспорта сегодня так сделают происходит. в этом государстве, это мы уже проходили. Но это уже Уже недоверие, нормально, всё, это Вот, уже вы вопрос считаете, что никогда не недоверия. будет? И не будет. Вы мне скажите, назовите, вот я вас вот за вам задаю вопрос. Назовите мне хоть один закон, который исполняется вот четко, вот как он должен. Парламент пишет, вот Сергей Миронович подтвердит, достаточное количество, и в том числе и хороших законов тоже, и хорошо проработанных Хорошо тоже. скажу, Только вы мне- отвечаю сразу. только вы мне Закон о покажите. гражданстве Республики Абхазия Закон о за граждан- последний год или полтора исполняется на 100%. Вы мне Нормально покажите это? с момента его появления сколько... Томич, я не говорю те моменты, когда Я вам про любой происходили другой закон. За ситуации. последние сутки, а этот закон не нарушался, вы мне говорите. А мне нужно, чтобы Я эти сказал, законы... за последний год За или последние, полтора. вот это примерно то же Очень самое, что вы хорошо. мне скажете, за последние сутки какой-то другой закон не Но соблюдался. мы Закон же это- час Не-не, говорим, минуточку, наши минуточку, позиции, минуточку. ничьи позиции не приблизились Этот закон ни на йоту. нарушался. Они не могут. Алмаз, этот закон нарушался, поэтому это привело к тому, что в мае месяце события были, не забывайте. Это именно потому, что этот закон нарушался. Сейчас мы это не делаем. И я думаю, что наше государство способно не нарушать не только этот закон, но и другие Вы законы. знаете, что мы Поэтому у нас я эти хочу- страхи или Постоянно опасения, нарушает. это... Игорь, мы не имеем достаточно эффективного государства. Я хочу вам сказать, Давайте строить его, мы же строим подобные аналогии, сперва Мы строим, мы в строим. том числе... А как мы его Они построим? возможны. Вот в том-то и дело. Как мы его построим, если У мы не... нас риски, Сергей Миронович, Так если мы будем все время думать о рисках и ничего не делать, вы поймите, как мы мы его открываем построим? рынок. Я вам хочу сказать, что А пора начать кто-нибудь строить знает вообще эффективное страну, в государство. Как оно может которой за быть? Нет, счет Сергей продажи Миронович, вы отказываетесь недвижимости Мы отказываемся. Если вы взглянете, на самом деле у нас и экономические части программы есть там у этой партии АйНА. И за Если счет чего мы- хотите если- развивать нет, экономику? Вы мы в данном против случае... нефти, вы против, ну хорошо, проголосовали, до этого были А против... что страны, свободы которые нефть и экономической недвижимость не продают, они не Нет, развиваются? аргументация какая Я вам, против Сергей этого, например? Миронович, вот вы говорите, что мы против нефти. А вы изучали это соглашение? Оставьте нефть. Да при чем Нет, не согласен? Я не ваше соглашение Так вы уже говорю. теперь ушли в нефть. Я против Нет. соглашения этого, подождите я не о одну соглашении секунду. говорю. Если вы против соглашения, а мы тоже против соглашения. Мы национальные Нет, интересы вы не своей против страны. соглашения, вы в принципе против. Мы, чтобы вы понимали, что? мы не против ни российских компаний, вот так. мы не против добычи нефти, вот мы так. против тех должностных А, лиц, другое которые подписали соглашение это в новое, Абхазии. это новая Вот, уже у нас позиция. такая Вот позиция я вас всегда приветствую. была. У Вот нас так вы всегда- потихоньку приходите Если- всегда Если к мы общему что-то кому-то, знаменателю. если мы говорим, Начинаете всегда так, а Сергей потом Миронович, приходите. мы Нет. не против Вы по это- развития, вы Сергей против вот Миронович. этой... Я вас очень прошу, давайте я закончу. Не надо смешивать. Вопрос развития здесь не имеет отношения к вопросу о продаже недвижимости.
как и к вопросу о нефти. Вопрос о нефти это вообще другой вопрос. Все, про нефть говорить. Зачем вы просто берете? Я не просто беру, я еще раз... У вас аргументации нет никакой. Я тебе скажу, подожди. Вы были против договора вот этого, да, о стратегическом партнерстве. Сейчас мы еще... Подожди, я скажу, Владимир Владимирович, мы час в эфире. Не надо смешивать одно с другим. Да, я скажу, Я не был против, вы были против. Не так вопрос стоял. Потом скажешь. Не так вопрос стоял. Вы меня утверждаете, как я могу быть за? Потом скажешь, подожди. Я не был против, Сергей Миронович. Вы утверждаете чего-то, чего не было. Дай мне сказать. Вдвоем говорите одновременно. Потому что все были против почему-то. Все были против. Хорошо. В конце концов его подписали. Против ОГВ. Вы были же против ОГВ? Объединенной группы. Ой, Сергей Миронович, еще раз вам говорю нет. В какой части, Сергей Миронович? Дайте договорить. Что вы не даете Давайте договорить? все-таки вернемся к нашей Вы недвижимости. были против этого. Нет. В конце концов вы проголосовали. Нет, Сергей Миронович. Вы- Еще раз вам говорю нет. Вы... Сейчас вы их пытаетесь Послушайте убедить, меня. что они за надо недвижимость, нас тоже за Сергей продажу Миронович, недвижимости да, проголосуют. Вы считаете, что кто-то в этой стране в здравом уме, трезвой памяти может выступать против союзных договоров со своим единственным союзным государством? А что, все не выступали? Нет, Сергей Миронович. Мы не против Я договора. двумя руками вам говорю, выступаем за союзные договора. Только когда внутри союзного договора есть пункты, которые меня не устраивают, и в конечном итоге эти пункты там остаются, я голосую, потому что в целом я не против договора. Идея об ОГВ, вы говорите, вы против были. Я двумя руками идею ОГВ поддерживаю. И эти договоры тоже поддерживаю. Объясню почему. Можно отвечу? Потому что идея общего оборонного контура, она и есть главная идея взаимоотношений нашего российского государства. И эффективное взаимодействие в оборонном контуре нас обеспечивает здесь мирную жизнь в том числе. И я не могу быть против идеи ОГВ по определению. Другой вопрос, когда я голосую против документа по ОГВ, внутри которого третий пункт, предположим, да, какое-то соглашение, которое нам так и не принесли, гласит, что при ратификации этого документа вся инфраструктура абхазской армии, все военное имущество переходит на правах собственности другой стороне. Вот с этим, к сожалению, я не готов согласиться. И не надо путать, я против договора или против пункта о передаче имущества. Это разные вещи. Так, теперь дайте мне договориться. Я еще раз утверждаю, что я вы не против договоров. начинаете, да и не только вы, очень многие в обществе у нас начинают сперва против, а потом почему-то все. Мы никак... Я говорю, я не против, вы говорите, в этом весь и принцип, чтобы мы сели и начали договариваться. Руками, понимаете? ногами, но я не получила все-таки ответа на свой вопрос. Учли же ваши Сергей некоторые там, Миронович. правильно? Не в достаточной степени. И те вопросы, которые у нас тогда были, мы просили снять Но идею. не всегда бывает, что в СКЦ. достаточной степени. Какие-то непринципиальные остались. А вы считаете, что внутри вот этих договоров по ОГВ финансирования, вы считаете, что пункт, по которому вся недвижимость, инфраструктура военная, это тоже вопрос недвижимости? Я все понимаю, но мы об этом поговорим в следующем эфире. Я считаю, что лучше было бы, чтобы нам передали, но если не передадут, то это вопрос второстепенный. Что, вся военная недвижимость, инфраструктура, мы передадим ее другой стороне, у нас армию ликвидируем? Подожди, не об этом идет речь. Речь идет о том, что они нам построят там какие-то казармы за свои деньги, и они скажут, что они наши, понимаешь, потому что мы в них деньги вложили. Не так там вопрос стоит, вот Сергей так именно Миронович. стоит. Это можем в Давайте рамках... вы это пообсуждаете Давайте в парламенте в другой раз. Я хочу спросить только один вопрос, два вопроса. Один, на который вы мне не ответили, и второй. Кто-нибудь из вас знает, где произошло экономическое чудо, в какой стране за счет продажи недвижимости иностранцам? Послушай, зачем такие вопросы задаешь? Ну вот меня просто это интересует. Мы говорим, что это значит? Это кто говорит, что за счет этого только? Мы говорим о том, что нужно все в комплексе учитывать факторы. И это один из важных факторов, мы говорим. Вот о чем речь идет. Хорошо. И все-таки граждане Грузии могут купить недвижимость по вот этому проекту закона? Я считаю, что если будем мы правильно работать, не могут купить. Ну, на сегодняшний день по этому... Нет, граждане. Они могут купить двойное гражданство Российской Федерации в соответствии, как российские граждане могут купить. Почему нет? Надо в законе прямое указание это установить. Как мы в законе о гражданстве установили? Я думаю, что вообще если вы считаете, что недостаточно. А сегодня могут покупать, скажем, не жилье, а другую недвижимость грузины?
Фактически, как граждане Российской Федерации, да. Ну, да. А есть да? такие факты? Я пока не знаю, возможно, есть. Есть какие? в судебной Я, например, практике такие факты есть. Я, например, не знаю. Если есть единичные, то судебная судебная практика, практика Да, раз в есть. судебной Значит, практике есть значит, такие. выявляют, значит, борются с этим. Давайте по-хорошему, пока, так как уже мы больше часа в эфире, а впереди Новый год, народ на различного рода мероприятиях. Давайте если пожелаем вы нашего, нас до Нового года нашей больше не стране. пригласите, то мы Не давайте... приглашу, это Тогда, точно. тогда Давайте мы пожелаем всем хорошего Нового года. Счастливого Нового года. И пусть не думают, что мы на самом деле здесь хотим вреда нашему обществу или государству. Все мы думаем об одном. Как сделать так, чтобы наше государство развивалось, чтобы люди жили лучше в мирной, счастливой Абхазии. И желаем всем именно этого. Всего самого Со своей Хорошо. недвижимостью. Хочется тоже пожелать при преддверии Нового года всем гражданам Абхазии и мира и процветания. И в данном случае и вот эти жаркие диспуты, они не от того, что мы пытаемся поссориться, мы от того, что пытаемся друг друга убедить и найти какой-то более правильный путь. Кто-то кого-то в конце концов убедит, или я Сергея Мироновича, или он меня. Но почему мы компромисс не будем? Или бы компромиссы какие-то, возможно, просто вокруг этого я не вижу компромиссов, поэтому... Тем не менее, я думаю, что в любом случае все, что открыто и все, что обсуждается открыто, я в том числе хочу, Сергей Миронович, вам спасибо сказать, потому что вы из той редкой категории политиков, которые никогда не прячутся там в кулуарах, которые всегда готовы выйти и открыто подискутировать и на публике. И в этой связи хочу вам спасибо сказать. А так, гражданам нашей страны всем, вне зависимости от политических предпочтений или же отношений к данному вопросу, желаю там счастья, да. Желаю счастливого Нового года. Надеюсь, что 16-й год будет для нас в разы лучше, чем 15-й, а может быть даже 14-й. Твое пожелание и Тенгиза, если можно, короче. Конечно, коротко. Конечно, мы желаем всем гражданам, жителям нашей страны только хорошего желаем. Потому что все в надежде в этот вечер, или в смысле новогодний, я имею в виду, да, это ждут чего-то хорошего именно. И я желаю именно добра, тепла, именно хорошего. И я считаю, что я верю в наше государство, я верю, что мы можем строить государство, и мы построим, у нас традиции, они заложены вот здесь, в генах, традиции государственности, поэтому сам верю в государство, и всем желаю, чтобы мы верили в наше государство, в наш народ, как неотъемлемую часть всего того, что мы строим. Всем счастья, добра. Ну, всех с наступающим Новым годом. Молодец. Благополучия, да. Сестра таланта. Главное, чтобы крыша над головой всегда была своя. Всем большое спасибо. До свидания. До следующего Нового года. Хороших выходных. Надо чуть посидеть, говорят, на дорожке. Возможно. Я уже все приготовила. Прощайте, мадемуазель Полина. Все к лучшему. Le destin a été clément. Il vous a sauvé du sort cruel.